Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 миллиона человек. С момента запуска эксперимента в январе прошлого года его участники вывели из серой зоны более 130 миллиардов рублей доходов и заплатили порядка 3,5 миллиардов рублей налогов, сообщили в Федеральной налоговой службе России. Такая динамика может не только улучшить наполняемость бюджета, но и заметно снизить теневую занятость, считают аналитики. О том, сколько самозанятых в Якутии, какие виды деятельности они чаще всего выбирают и какие особенности реализации закона нужно учесть. Об этом мы поговорим с уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике Альбиной Кычкиной. Альбина Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Но вот в некоторых регионах страны закон о самозанятости вступил раньше, чем у нас в Якутии. Какие тенденции наблюдаются у нас с началом реализации этого проекта? Охотно ли люди оформляют новый статус предпринимательства? У нас закон вступил в силу этим летом, и с 1 июля уже зарегистрировано более 1000 самозанятых, в том числе это и индивидуальные предприниматели, и люди, которые занимаются такими видами деятельности, как, например, у нас очень популярно это пассажирские перевозки, аренда помещений, это косметические услуги, это изготовление какой-нибудь продукции на дому. И я считаю, что тенденция развития внедрения налога на профессиональный доход у нас идет вполне хорошими, вполне оперативными темпами. Ну вот ситуация, человек, например, занимался или работал на фрилансе, что может или должно его заставить или мотивировать каким-то образом, чтобы оформить все-таки статус самозанятого? Конечно, в первую очередь статус самозанятого – это легальный бизнес, это возможность избежать больших проблем со штрафами, с пенями, с судебным разбирательством. Это возможность легально вести бизнес и оплачивать минимальный налог. При этом большие плюсы у этого вида налогообложения – это то, что не обязательно оплачивать, точнее, у самого налогообложения нету фиксированных, минимальных платежей. То есть, например, по пенсионному обеспечению самозанятый может добровольно уплачивать страховые взносы, но обязанности такого минимального требования у него нету. Соответственно, с этой стороны очень удобно человеку определиться с выбором налогообложения. Кроме того, отсутствие отчетности, оплата налога ежемесячной. Конечно, как я сказала, если, допустим, раньше фрилансер, конечно, работал легально, то он оплачивал подоходный налог 13%, а сейчас он будет оплачивать в случае, если работает с физическими лицами 4%, с юридическими лицами 6%. Ну а может ли какой-либо мелкий индивидуальный предприниматель, например, если его доходы уменьшились, закрыть свое дело и оформиться как самозанятый? Конечно, может, но при этом тут надо учитывать, не обязательно закрывать ИП, но при этом обязательно необходимо перейти со специального налогового режима. Допустим, если у индивидуального предпринимателя была и НВД, упрощенная система налогообложения, или патентная система налогообложения, то режим самозанятого налога на профессиональный доход не подразумевает совмещение этих специальных режимов, то, соответственно, предпринимателю необходимо будет подать заявление о закрытии специального налогового режима, упрощенки НВД или патентной системы налогообложения, и на это ему дается 30 дней. Ну, то есть эта процедура оформления выглядит простой подачей заявления, правильно я так понимаю? Тут на самом-то деле еще проще, можно сказать. На сайте Федеральной налоговой службы он может скачать, точнее через сайт он может скачать ссылку и зайти, скачать мобильное приложение через App Store либо Android, зарегистрироваться, либо на сайте по ссылке «Мой налог».
либо может, например, обратиться в какую-то кредитную организацию, у которой есть связи, телекоммуникационные связи с налоговой службой, то вот таким образом на самом-то деле выглядит еще проще, ему не надо физически приходить в налоговую ножками подавать заявление. Ну, расскажите, а чем в основном занимаются самозанятые якутяне и какие направления, на ваш взгляд, именно в таком режиме более перспективные? Конечно, у нас в республике основное это, конечно, торговля, но в данном случае режим самозанятого подразумевает, что человек работает один, у него нет наемных сотрудников. Тоже очень популярный вид предпринимательства у нас это пассажирские перевозки и грузоперевозки, то в данном случае этот налог для них, для таких предпринимателей будет очень удобным. И также у нас очень популярны различные там косметические услуги на дому, это маникюр, парикмахеры, точнее не на дому, а даже в салоне. И также это аренда помещения, жилого помещения, репетиторские услуги. Вот те услуги, где предприниматель, точнее человек может работать один, у него таким образом получается, что доход не превышает 2 миллионов 400 тысяч рублей, то, соответственно, он может зарегистрироваться как самозанятый. Ну а кроме вот таких сумм заработка в год, есть ли еще какие-то ограничения, кто не может быть самозанятым по закону? Не могут быть самозанятыми физические лица, которые занимаются продажей подакцизных товаров, товаров обязательных маркировки, те, которые занимаются добычей и продажей полезных ископаемых, занимаются по договорам поручения, и также те, которые занимаются доставкой товаров для других компаний, которые выступают как посредники. И кроме этого, вот основное, что я сказала, это не должно быть у самозанятого сотрудников. Нет у него наемных сотрудников, с которыми заключен либо трудовой договор, либо договор гражданско-правового характера. У нас очень много еще пенсионеров сидят без работы и не знают, чем заняться. Могут ли пенсионеры зарегистрироваться самозанятыми? Нет ли здесь каких-то ограничений? Здесь ограничений на самом-то деле нету. Пенсионеры, конечно, могут зарегистрироваться как самозанятые, но у нас есть пенсионеры, у которых есть дополнительные льготы, компенсации до уровня прожиточного минимума. В данном случае необходимо учитывать, что так как самозанятые не оплачивают фиксированные страховые взносы, но при этом пенсионные взносы, но при этом если, допустим, он захочет добровольно доплачивать пенсионные взносы, то в этом случае будет считываться, в этом случае будет идти как трудовой стаж. В этом случае пенсионер теряет свои льготы и компенсации. То есть, если он не будет добровольно оплачивать пенсионные взносы, то он не теряет права на льготы и компенсации. Скажите, а какую помощь может получить самозанятый для развития своего дела? И на практике есть ли информация, охотно ли банки выдают самозанятым кредиты? По банкам у нас в регионе, я выясняла, сейчас у нас выдает банк, это банк МСП, дочерняя структура корпорации МСП. На сегодняшний день, правда, тут возможно, потому что самозанятые еще не знают, куда обращаться, возможно, потому что у нас еще не сложилась практика по самозанятым, но было всего 2 заявления от региона, от предпринимателей. И, насколько мне известно, пока другие банки не выдают кредиты. Что касается еще помощи, то для самозанятых есть так называемый налоговый вычет, это бонус, который предоставляется в размере 10 тысяч, и потом
эта сумма будет постепенно минусоваться с самого налога. Кроме этого, до конца 2020 года самозанятым выдается дополнительный налоговый вычет в размере МРОД 12 130 рублей, тоже который минусуется с самого налога. Ну вот к вам, как к уполномоченному, часто обращаются за помощью. Что бы вы могли посоветовать тем, кто все-таки решил зарегистрироваться и стать самозанятым? Во-первых, самозанятые, и мне кажется, это очень важно, очень самое необходимое и правильное направление работы с самозанятыми – это легализация бизнеса. Легальный бизнес, будь это самозанятый, либо действительно большое крупное предприятие, в любом случае это репутация, это спокойствие, это стабильность. И, конечно, я всегда рекомендую регистрироваться как самозанятый, если нет возможности зарегистрироваться по-другому, как предприятие. Но в любом случае я считаю, что то, что наш регион уже вступил в этот эксперимент, это очень большой плюс и очень большое подспорье для наших предпринимателей, для, скажем так, для борьбы, точнее, для развития нашей экономики. Альбина Егоровна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью» о переходе в режим самозанятости. Мы сегодня разговаривали с уполномоченным по защите прав предпринимателей республики Альбиной Кычкиной. До встречи в эфире.